Туристический маршрут «Парное молоко» уже стал брендом деревни Сёйте. Горожанам предлагает отведать свежего коровьего молока и горячих комишанек из столетней печи, а также познакомиться с бытом коми-деревни. Узнать, например, что использовали люди более века назад вместо калькулятора, микроволновки или кофемолки. Желающих увидеть такую экзотику, а еще насладиться видами и подышать чистым боровым воздухом, находят главным образом через соцсети. Приезжают группы школьников, студентов, пенсионеров и семейные пары из Сыктывкара. Если школьники берут предмет, я говорю, посмотрите, этот предмет сделан руками, и вы смотрите, как увидите этот предмет, и видите мастера, который делал это. Вот очень интересно. Мастер сделал, он не только колхозник, не только он скотовод там или что-то такое, за лошадью ухаживать, он еще и делал красивые предметы. А вот одна из новинок маршрута. Тамара Лыткина взялась возрождать древнее ремесло – работу на ткацком станке. В совершенстве владела этим умением ее бабушка, однако передать знания не было времени. Поэтому месяц назад жители деревни обучили специалисты из Выльгородского дома ремесел. И вот из-под рук мастерицы появляется первая красочная дорожка. Раньше очень много ткали. У меня еще много дорожек осталось. В нашей деревне в каждом доме такой станок был. Это сейчас все готовое. А раньше на таких станках ткали все. И дорожки, и материалы для платьев, и рубах. Этнографический музей расположился в родовом гнезде супруги коми-драматурга Николая Дьяконова. Он известен в стране как автор пьесы «Свадьба с приданым». Здесь собрали выставку о его жизни и творчестве. Эта экспозиция будет расширяться и скоро переедет в отдельное помещение. Авторы турмаршрута выиграли грант федерального проекта «Культурная мозаика» и сейчас строят небольшой домик. Кроме того, для туристов готовят гостевые комнаты. Еще здесь закупили 8 многоскоростных велосипедов, а на следующий год проложат велодорожку к чистейшему озеру Сёйте, в переводе «глинистое озеро», а также обустроят там места для отдыха и рыбалки. После этого здесь можно будет интересно провести не только один день, но и все выходные или даже часть отпуска. Активно трудится здесь и ТОС. Сейчас жители реконструируют старинный колодец, который раньше в любую жару обеспечивал жителей питьевой водой. Уже приступили к чистке и заготовке сруба. Продолжается реставрация деревянной часовни 1890 года постройки. В советское время здесь было зернохранилище. После ремонта жители начали возвращать некогда спасенные от костра иконы. Вот эту икону принесли год назад, наверное. Принесли еще тоже из-за печки где-то. Чистили этот дом. Я никогда не поверила бы, что икона возрождается. Я чисто сама лично увидела это глазами. Мы принесли вот такую доску. Она была черная. И потом вот она стала лик показываться. Такие у нас 2 иконы. Если часовня – центр духовной жизни, то музей – культурной и общественной. Сегодня самая животрепещущая тема – закрытие единственного магазина. И это тот случай, когда только своими силами никак не обойтись. Туристский маршрут – это маленькая ниточка в развитии нашего пространства, нашей деревни. Но теперь, если магазин закроется, эта ниточка тоже ослабеет. Уже, как потом, жителям тоже неудобно. Скажут, туристы приезжают, а мы тут, что, придется туристам привозить продукты, что ли? И вот это тоже большая проблема. Мы только встали на ноги, только хотели развиваться. Все в деревне, все всколыхнулись. Жителей в деревне Сёйте 40 человек, причем большинство старики, а до ближайшего села Озел 8 километров по грунтовке. Но и там магазин тоже на грани закрытия. Торговые точки останутся только в поселке Ситкыркищ, а до него еще 27 километров. Магазин – это хлеб в основном. И все бытовые товары и продовольственные. Мы не можем вот тут сесть и поехать. У людей нету транспорта. Люди старые. Пешком ходить далеко. Расстояние и грунтовые дороги, размываемые в распутицу, общая проблема для всех, кто живет и работает в Озеле и Сёйте. Плюс водная преграда. Реку летом приходится преодолевать на пароме, а стоит он недешево. Все это и вынуждает потребкооператоров отказаться от торговых точек в заречных населенных пунктах. Официальный комментарий нашему телеканалу руководитель торговой сети обещала дать после решающей встречи с властями района. А вот что она ответила коллегам из районной газеты «Наша жизнь». Мы уже давно обращались к властям района. Если они хотят, чтобы потребительская кооперация в глубинке существовала, то ее необходимо постоянно поддерживать. А мы все эти годы выживали и выживаем сами.
Мы не можем содержать эти 2 магазина. Это для нас убыточные объекты. Посудите сами, привозить туда хлеб, продукты и прочее приходится по бездорожью. После доставки товаров по Озёльскому маршруту мы сразу же вынуждены ремонтировать свой транспорт, выбрасывая большие деньги на запчасти. Проблему обсудят в администрации Сыктывдинского района уже на этой неделе. После этой встречи и решится судьба торговых точек в Озёле и Сёйты. Если потребобщества от них все же откажутся, обеспечением заречных населенных пунктов могут заняться бизнесмены Ситкыркища. Но и они без поддержки муниципалитета вряд ли возьмутся за это дело. Константин Куратов, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.